Сестры погибли вместе со своими родителями в результате обстрела во дворе дома. Ракетные и артиллерийские обстрелы, сбросы снарядов с беспилотников на детские площадки, выстрелы танков в спины убегающим жителям Донбасса. Ужасные истории звучали из уст участников траурной акции в память о погибших детях. Большинство детей, имена которых мы сегодня озвучили, это именно тех детей, которые 2014 года пали жертвой украинского нацизма. И эти имена, и эти судьбы детей мы должны помнить и чтить их память. Траурная дата была установлена 2 года назад в память о событиях 2014 года. Тогда вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по центру Горловки. Жертвами этой атаки стали 22 человека, в том числе 4 ребенка. Потери детей – это самое страшное, что может произойти на войне, когда погибают дети. Поэтому это, конечно, нелогично, такого не должно быть, это просто противоестественно. Стрелять маленьких детей, в грудных детей, там, без разницы, сколько ему, ребенок или есть ребенок, я сам отец, извините меня. И я не знаю, как родители погибших детей вообще это переносят, это невозможно вынести, мне кажется. Груднички, дошколята, подростки, выпускники школ, которые так и не услышали своего последнего звонка. Имена погибших детей читали, в том числе и участники специальной военной операции. Они сами были свидетелями страшных событий. Они спасали невинных детей от бомбежек. Они понимают это очень даже хорошо, многие, да, но понимать они этого не должны. То есть любой ребенок должен видеть мир, счастье, да, веселье, а не видеть проведение военных действий, боевых действий. Не должны видеть бомбежки, не должны видеть гибель своих родителей, друзей. Сладости, игрушки рядом с цветами и свечами. По самым приблизительным подсчетам, жертвами обстрела в Донбассе со стороны киевского режима за 10 лет стали уже больше 300 детей. Павел Королев, Виктория Палкина, телеканал Юрган.